фонд начал работу по этой программе, значит, фонд стал поддерживать эту, значит, программу с 1996 года. Вот. Первый раз в 1996 году, значит, были первые вложения фондов в поддержку этого проекта. Сейчас это один из крупных проектов по России вот, по реабилитации медвежат-сирот, который полностью финансирует и поддерживает Международный фонд защиты животных Хайфа. Вот. Ежегодно выделяются средства на медвежат, на корма, на транспортные поездки. Вот. Также выделяется оборудование для обездвиживания и слежения за медвежатами. Сейчас у нас решаем проблему, как проследить за медвежатами в природе. Как же они там, наши медвежата, приживаются, насколько они жизнеспособны, как они контактируют с дикой популяцией. Для этого мы на них, весной сейчас 2 медведя зимуют, и в эту весну мы оденем на них спутниковые ошейники, 2 ошейника, и будем следить за ними, как они перемещаются, как они осваивают территорию. Медвежата, которые к нам попадают, медвежата-сироты, самое главное, чтобы их доращивать таким образом, чтобы они боялись человека, то есть следов жизнедеятельности человека, запаха человека, жилья человека. Вот чтобы вот этот страх как раз предупреждает возможность сближения с человеком не в населенном пункте даже, а в лесу, тогда, когда люди собирают грибы, ягоды, когда там на отдых туда пришли. Система сейчас такая, что мы кормим медвежат 4 раза в сутки, вот, потому что медвежатам уже по 3 месяца. Вот. Медвежат съедают за одно кормление по 500 мл молока. В сумме получается, что за одни сутки медведи съедают каждый по 2 литра молока, то есть каждый медвежонок. То есть у нас сейчас 6 медвежат, то есть они съедают 12 литров молока в день. Мне нравится эта работа, я уже с самого детства занимаюсь вместе с медведями, вместе с дедушкой, вместе с отцом. Вот. И каждый год медведи, которые сюда поступают, они все разные, имеют свой разный характер. Вот, разное поведение, вот, но мне очень приятно их потом выпускать обратно в дикую природу.